Саламат Хурметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я достаточно широко буду развивать различные темы. Здесь очень важно, чтобы вы понимали шире международную и внутреннюю политику и как вообще жизнь в Казахстане связана с теми событиями, которые происходят в мире. У нас люди часто пишут, что «а давай только о Казахстане, другие страны нам не нужны» и так далее. Ну, для этого вы просто посмотрите, что вы едите и во что вы одеты, что в вашей квартире. И вы не найдете ничего своего, я вот вынужден такие вещи повторять, у вас будет все западное, турецкое, китайское, но своего казахстанского вы там не найдете. Поэтому если у вас будет такой подход, то на самом деле нужно отказаться от всего того, что вы одеваете, едите и так далее. Поэтому так не работает. Я к чему все это говорю, чтобы сейчас рассказать о том, что каким образом работает западная система и как должны действовать мы. 1 ноября, уже стало известно, приезжает с государственным визитом президент Франции Макрон. Франция действительно демократическое государство. Это по своему влиянию в Евросоюзе после Германии второе государство. И что я в этой связи хотел бы пояснить. Вот обратите внимание, вообще в целом общественность относится негативно, когда лидер демократической страны едет к диктатору, и не просто диктатору, кровавому диктатору, к Токаеву, который в январе 22 года дал поручение расстрелять людей, и тысячи людей прошли через пытки. Вы что думаете, Макрон об этом не знает? Он знает. Второе, вы знаете, что Запад поддержит Украину финансово, оружием и так далее, чтобы Украина боролась за свою независимость против оккупации Путина. И вот Макрон также знает, что Токаев помогает Путину, осуществляет различные военные поставки. По сути дела, Токаев помогает Путину убивать украинцев. Токаев такая же угроза для цивилизации, как, собственно, сам Путин, потому что это одна шайка. И вот представьте себе, лидер демократической страны едет в Казахстан обниматься, подписывать какие-то договора с диктатором, кровавым диктатором. И, конечно же, в целом, я могу сказать, что общественность относится к этому негативно. И вы тоже должны задать вопрос, недоумевать, как же так? Вы, Мухтар, зовете нас строить демократическое государство по образцу европейских стран, в том числе и Франции. А как же так? Лидер этой страны обнимается с кровавым убийцей. Но вот на самом деле сейчас я думаю, что война России с Украиной как раз будет выкристаллизовывать реальную политику, другую, которая была предыдущие десятилетия. А именно, когда демократические страны сотрудничали с такими клептократическими и, по сути, воровскими режимами, как в России, как в Казахстане, как в странах Центральной Азии, и таким образом укрепляли эти режимы, позволяли этим режимам подавлять права и свободы граждан этих государств. Ну, Макрон сегодня, я вас выставлял, он все время говорит свобода, равенство, братство. Ну, собственно, это известный лозунг французов, которые говорят, что Франция колыбель революции, колыбель демократии. То же самое Макрон говорил, что француз всегда на стороне борцов за свободу. Ну, скажем так, Франция прекрасно знает, что я дважды был признан международными правозащитными организациями, всемирно известными, узником совести. Он прекрасно знает, что Высший суд Франции освободил меня, хотя был декрет правительства Франции, который подразумевал мою экстрадицию в Россию, ту самую бандитскую Россию. Вот такие моменты бывают. И чтобы вы понимали, с чем это связано. Это связано с тем, что правительство как бы балансирует, считает, что нужно продвигать экономические интересы
где-то приходится сдавать и политические свои принципы. Вот, собственно, как они исходят. Но эта ошибочная такая тактика, или стратегия, как точнее назвать, привела в конечном счете к тому, что Запад вскормил Путина, вскормил бандитский режим, покупал нефть, газ и так далее в гигантских объемах. Но не это беда. Беда в том, что эти деньги, они пошли именно политической верхушке, самому Путину и его ближайшему окружению. Они эти деньги тратили на Западе, покупали виллы, дома, яхты, здесь держали свои счета, их дети учились здесь и так далее. Запад думал таким образом как бы подкупить и таким образом перестроить политическую верхушку таких стран, как Россия и Казахстан, и постепенно как бы цивилизовать. Ну а как можно воров цивилизовать? Как? Эти же бандиты. И вот в конечном счете это привело к тому, что Запад накачал деньгами Путина, он на эти деньги развил армию, усилил свой, скажем, ядерный потенциал и все прочее. И сейчас в итоге это все привело к тому, что эта бандитская Россия напала на Украину. И теперь Запад тратит триллионы долларов, чтобы устранить угрозу человечеству. Сейчас Путин угрожает не просто Украине, Путин угрожает всему человечеству, трясет ядерной дубинкой. Вот, собственно, это ошибочная политика. И если, скажем, по отношению к Путину она сейчас изменилась, он изгой, с ним не общается, его изолируют и все прочее. Но посмотрите, старая ошибочная политика продолжается теперь уже вокруг тех стран, которые не обладают вроде ядерным оружием, но по смыслу такие же диктаторские, бандитские, как, собственно, режим Казахстана или стран Центральной Азии. Вот теперь получается, что полумеры, то есть полностью еще политика западных стран не пересмотрена. Она должна быть пересмотрена. Мы должны приложить усилия, протестовать, позорить того же самого Макрона, рассказывать западному сообществу, что эти люди, так называемые лидеры, обнимаются с бандитами, которые убивали свой народ, пытали свой народ и, по сути, здороваются с кровавыми руками. Вот, собственно, моя цель сегодня это пояснить.